Dobar dan svima. Za nas jedna izuzetno važna utakmica koja će razbistriti situaciju u toj našoj grupi. Mi smo svesni toga, spremamo se za utakmicu, za najvažniju utakmicu možda ove generacije. Nadamo se da ćemo posle dobre igre i aktivnog rezultata sa Italijanima ući spremni u taj meč i očekujemo da napravimo jedan pozitivan результат, а то есть svakako победа. Завтрашняя игра будет очень трудная, она будет для нас очень важна. Вполне возможно, что станет решающим матчем для этой сборной. Во-первых, мы очень надеемся, что она поможет нам прояснить ситуацию в группе, которая сейчас сложилась, потому что она немного запутанная. Вот. И я после матча против Италии поговорил с своими игроками, мы у нас все в порядке и готовы к завтрашней игре. Na kraju krajeva ni Italijani nisu uspeli da postignu gol protiv nas, a isto tako znamo kakve napadače oni imaju i mislim da ćemo sigurno postići neki gol sutra. Вопрос заключался в том, что завтра вам нужно обязательно забивать в игре. Есть ли какие-то новые, против итальянцев не получилось забить, есть ли какие-то новые идеи о том, как нужно это сделать? Ответ. Идея уже была на матче с Италией, к сожалению, не получилось ее реализовать, потому что мы играли против одной из самых обороняющихся команд в мире, поэтому у ребят были у некоторых стопроцентные шансы, например, у Томовича, потом господин Катер, который присутствует на пресс-конференции, у него тоже было несколько возможностей забить, также у Зорана Тошича, но у нас ничего не получилось. И я уверен, что завтра у нас все получится, и мы забьем несколько голов. Znatno bolje nego što smo očekivali da će tako brzo da se poboljša stanje njegove noge, tako da sigurno računamo sa njim za sutrašnju utakmicu, za koliko vidjet ćemo. Было два вопроса. Первый. В сборной Сербии уже третья травма, на этот раз у Томича. Как у него дела? Сможет ли он завтра выйти? Тренер ответил, что, к счастью, дела в порядке, он поправляется, и что завтра у него есть все шансы выйти на поле, мы на него рассчитываем в завтрашней игре. Похожий вопрос был для игрока. Вы уже потеряли двух игроков из-за травм, и станет ли для вас это дополнительным стимулом, чтобы бороться? Ответ был, нам очень жаль, что наши друзья выпали из обоймы, вот, но мы не должны терять концентрацию, и завтра каждый из нас должен проявить свое личное, индивидуальное мастерство и концентрироваться каждый отдельно, и мы должны все вместе сгруппироваться, потому что мы прекрасно понимаем, что означает завтрашний матч. Если мы завтра 3 очка потеряем, то шансов практически уже не остается. Если мы 3 очка получаем, то наша ситуация значительно улучшится, и шансы на выход в полуфинал увеличатся. Поэтому полнейшая концентрация в завтрашнем матче. Ta utakmica ne prikazuje realno izdanje beloruske reprezentacije i njihove snage. Mi znamo da su oni kudikamo jači nego što pokazuje taj meč. U to smo se uverili igrajući sa njima 2 puta u našoj kvalifikacionoj grupi i još uvek pamtimo kakvi su to mečevi bili, gde smo mi u Beogradu dobili taj prvi meč sa ubedljivim na oko, ubedljivim rezultatom, međutim po prikazanoj igri i po prilikama moglo je to da bude i drugačije. Dok je u Belorusiji smo odigrali jedan fantastičan meč i mi i oni, jednu ravnopravnu utakmicu, ekipama je pripalo po jedno polovreme и на краю краева tako je završeno rezultatom 1:1. Вопрос был, вы уже 100% смотрели игру белорусов против шведов, что вы можете сказать о слабостях, о недостатках и наоборот о достоинствах белорусской сборной? Ответ тренера: нельзя судить о белорусах по той игре. Во-первых, хотел потому, что мы очень хорошо знаем команду, мы уже играли 2 матча с ними в рамках квалификации. Да, мы в Белграде выиграли со счетом 3:1, но это ни о чем не говорит, потому что на поле было очень тяжело, и счет не отражает результат. А в Витебске мы сыграли 1:1, и это был очень сложный матч для нас, и поэтому мы прекрасно знаем, на что способна эта команда, и мы знаем, что завтрашний матч будет непростой, но мы готовимся, и мы готовы. Kao što sam rekao, nas očekuje ozbiljna utakmica i sigurno da ćemo težiti da igramo ofanzivno, možda i nešto ofanzivnije nego protiv Italijana, ali ne smemo ono što se kaže ni da otvorimo naše kapije na sve strane, jer Belorusi imaju svoje adute, imaju jako kvalitetne napadače i moramo da budemo oprezni i mudri i da iz minute u minut
uspostavimo tu neku kontrolu nad samim mečom. Вопрос заключался в том, сербы в матче против Италии создавали очень много моментов во втором тайме, там было 4 стопроцентных момента, 3 из них упоминалось раньше тренером. И как будет в игре с белорусами? Вы попытаетесь атаковать с самого начала, идти вперед? Ответ был, да, мы постараемся больше атаковать, мы постараемся с самого начала взять инициативу в свои руки, контролировать ход игры, контролировать мяч, но при всем при этом мы не можем идти вперед всеми силами, потому что прекрасно знаем, что если мы оставим открытыми тылы, то белорусы этим воспользуются, потому что у них есть несколько хороших игроков атакующего плана, и поэтому нельзя бросаться вперед. Мы будем серьезно настроены и будем контролировать ход игры, ну, как без фанатизма. Pa moguće da umjesto Matića zaigra jedan igrač, novi igrač sa ofanzivnim karakтеристиками. Вопрос был, в связи с травмой Матича, будет ли какие-то изменения в составе? Ответ был, да, конечно, я постараюсь заменить Матича игроком более атакующего плана. Po mom nekom mišljenju, mislim da se promenilo dosta, mislim da iako je bilo nekolicina igrača koji možda nisu verovali u nas kao grupu da možemo da napravimo jedan dobar plasman, mislim da su sve sumnje otklonjene i da sada svi sa pravom pokazali smo i sami sebi i svima ostalima da možemo da igramo protiv najboljih reprezentacija i da idemo za početak u polufinale, a zašto da ne potrebno i da osvojimo ovo prvenstvo. Mislim da smo mi svi igrači kao grupa složni i zajedni i to je naš najveći kvalitet i osjećam neku šampionsku atmosferu i voleo bih da tako bude и после турнира. Вопрос был, можно ли сравнить атмосферу перед матчем с итальянцами, перед матчем с белорусами, есть ли какая-то разница? Ответ был, да, атмосфера абсолютно разная, потому что перед матчем с итальянцами у некоторых ребят были сомнения, сейчас они у всех отпали, мы поняли, что мы очень сильная команда, что мы можем играть против любого соперника, мы одно целое, мы одно дыхание, и нам не страшен никто, мы обладаем духом чемпионов, и мы можем зайти очень далеко. Вопрос для тренера. Вы играли со сборной, вы уже встречались со сборной Беларуси в квалификации дважды. Это хорошо или плохо? Ответ тренера — это очень хорошо, потому что мы знаем команду, и когда я увидел состав на матч против, сказал Александр Итальянцев, но это походу были шведы, я увидел, что состав был практически тот же, который играл против нас в Витебске, за исключением Володько, но я уверен, что на завтрашний матч произойдут некоторые изменения и не будет того состава, который играл против шведов. Naravno da svim igračima koji igraju u našoj ligi ovo je sjajna prilika da pokažu da mogu rame da se nose sa igračima koji igraju u tim najjačim evropskim ligama i mislim da su oni to pokazali i u utakmici protiv Italije i mislim da iako su ta sumnja što je bila, iako su imali možda strah od tih imena, sada je otklonjen i sada svi verujemo u sebe i u svoje mogućnosti i sam se nastavlja. Значит, вопрос был, это для вас чемпионат, это возможность проявить себя в лучшем свете, может быть, для вас это больше возможность засветиться, чем для игроков премьер-лиги или серии А, против которых вы выходите на поле. Ответ был, я очень рад, что мы играем против сильнейших команд, да, мы выходим на поле против игроков серии А или премьер-лиги, но мы ничем не хуже их, мы тоже обладаем достаточно хорошими качествами, это уже показали, и мы уверены, мы надеемся и мечтаем о том, что мы пройдем очень далеко в этом соревновании. Yes, I have a question for both the head coach and Mr. Kacher. You said that we have good offensive players. Can you say who you consider good offensive players in our team? Sigurno, pod brojem 1 je Kovel, jedan od možda najbližih igrača na ovom šampionatu, a isto tako rame uz rame mu je Komarovski. To su dva najopasnije igrača, pa bih ja istakao. Ну, мой вопрос был, вы сказали, что есть что есть хорошие атакующие игроки у нас в сборной, кого вы таковыми считаете? Ответ был Ковель и Комаровский. And please, if you understand that, just last question if you want. No, the same question for Gojko.
Pa dobro, ja nikoga ne bih izdvajao, mislim da nikoga ne treba da se plašimo, oni su dobra ekipa i mi samo treba da odigramo kako znamo i umemo i neću sumnjati da ćemo osvojiti triumf, tako da nikoga ne bih da izdvajam posebno. В общем, никого не хочет выделять, команда сильна как команда, и мы вообще как снова не хотим на других оглядываться, мы думаем о себе и о завтрашней игре, как нам себя проявить.